Господи, какие красивые дамы у нас в студии. Добрый вечер, дорогие телезрители. Как всегда, по воскресеньям мы радуем вас на телеканале Якутия-24. Танцевальный проект «Танцуй». И мы собираем всех поклонников терпсихоры. А если вы не знаете, что это богиня танца, это муза танца. По каким видам? Это, наверное, старый египетский, как я понял. Наши участники уже на протяжении целого месяца танцуют с профессиональными хореографами. Каждую неделю они оттачивают сложнейшие номера, чтобы доказать на глазах у всей республики, что именно им покорится магия волшебства, имя которой – танец. Ну а сегодня наши пары продемонстрируют свое мастерство в постановке «Сюжетная хореография». Какие сюжеты будут поставлены нашими хореографами и, самое главное, справятся ли их подопечные с данной задачей, предстоит сегодня нам узнать с вами в этом эфире. Ну, смогут или не смогут, вот в чем вопрос. К сожалению, наши ряды все редеют, но оставшиеся участники полны настроем. У них очень решительно, что они прям дойдут до финала и покажут что-то сладкое для вас. Ну, а сегодня именно сегодняшний этап будет переломным во всех его смыслах. Ведь сегодня в конце эфира мы узнаем, кто станет кандидатами на выбывание из нашего проекта, а также узнаем пары, которые наберут наибольшее количество баллов от наших судей и, конечно же, автоматически пройдут финал нашего проекта «Танцуй». Совсем скоро стартует голосование за оставшиеся пары. Будьте начеку, дорогие дамы и господа, не пропустите танец любимой вашей пары. Итак, участники нашего проекта. Катерина Платонова и Альберт Никитин. Алексей Семенов и Туяра Федорова. Валентина Татаринова и Авакум Алексеев. Михаил Сафонов и Анна Пальто. Дмитрий Дмитриев и Ольга Павлова. Дуалан Цыпандин и Матрена Иванова. Руслан Болгаров и Анастасия Никитина. Ну и, конечно же, оценивать наши пары будет коллегия судей в составе Нелли Борисовна Лилло, председатель жюри. От ее зоркого взгляда не ускользнет, конечно же, ни один элемент наших участников. Она же руководитель танцевально-спортивного клуба «Реверанс» и судья первой категории. Наша обаятельная и привлекательная Аина Герасимова, член жюри, отличник культуры, руководитель хореографической студии «Пируэт», хореограф-постановщик, мисс Виртуальная Якутия, мисс Республики Саха-Якутия, мистер Якутск и мисс Новая Якутия. И один из самых уважаемых экспертов в мире танцевального искусства республики, балетмейстер, преподаватель, заслуженный артист Республики Саха-Якутия Сергей Викторович Афанасьевич, член жюри. Дорогие телезрители, и я напоминаю то, что все участники проекта «Танцуй» застрахованы в Capital медицинское страхование. Это ведущая федеральная компания в системе обязательного медицинского страхования. Оформить полис ОМС можно бесплатно по адресу город Якутск, улица Крушова, 22. Ну что ж, дорогие друзья, настало время узнать, кто из двух пар, набравших наименьшее количество баллов от судей на прошлой неделе за современный танец, сегодня останется с нами в проекте и будет бороться за приз, за главный приз проекта «Танцуй». Итак, пара Алексей Семенов и Туяра Федорова. И пара Дуалан Цыпандин и Матрена Иванова. Эти две пары набрали по 21 баллу от членов жюри за современные танцы. Сейчас таблица голосования и итоги недели за убывающую пару. За пару Дуалан и Матрена проголосовали 900. Смотрим, внимание, экран сейчас. Угу. За пару Дуалана и Матрены проголосовали. Внимание на экран. Проголосовали 998 Дуалан и Матрена. За пару Алексея и Туяра проголосовали 607. Ну что ж, уважаемый Алексей,
и Туяра. Блистательная пара нашего проекта, но все-таки конкурс есть конкурс. Встретимся с вами также в следующее воскресенье в финале нашего проекта. Но, тем не менее, наши участники готовились к сегодняшнему эфиру, и они готовы показать свой номер. И под бурными аплодисментами Алексей, Туяра, ваш выход. Наш танец о вечном, о любви, о жизни. И в этом танце вы посмотрите и раскроете для себя какие-то загадки. Этот танец мы исполняем в стиле contemporary под известную якутскую песню. Надеемся, что будет очень красиво. Алексей очень ответственно подходит к своим танцам, это заметно по даже его взгляду, по его сосредоточенности. А Туяра, как хореограф, видно, способная и очень хороший постановщик. Туяра и Алексей. Ну, эта пара мне симпатизирует, скажем так, наверное, больше всех. У Туяры всегда такой интересный подход к каждому танцу. А Алексей, он просто трудяга, он пытается в каждом танце показать себя. Туяра очень хороший хореограф, по ней сразу видно, что она профи. Алексей энергичный человек, по нему сразу видно, что он давно танцевал, и от него заряжаешься энергией. Эта пара мне показалась очень, как сказать, чувствительной. Они танцуют, передают все эмоции. Вот. Хорошая пара также, сильная пара. Туяра и Алексей – замечательные люди. Я узнал, что у Алексея есть 8 даже детей. Алексей и Туяра доброжелательные, прекрасные. То есть, получается, всегда идут навстречу, всегда помогут, подскажут что-то. Алексей тогда, помню, пришел с накрашенным гримом. Я его даже узнал, не узнал. Прекрасный грим ему сделали на лицо, когда он японский танец делал. И я еще раз повторюсь в том, что как им хватает времени на семью и на танцы. Это удивительно. Удивительные люди, удивительные, которые действительно любят танец.
Алексею Туяра бурные аплодисменты! И я вас жду здесь, дорогие мои. Вот. И давайте мы послушаем наше жюри. Как вам эта постановка? Пожалуйста, Аина, вам слово. Всем добрый вечер, уважаемые участники, зрители, телезрители. Поздравляю всех вас с пятой неделей, с предфиналом нашего телепроекта. Пара Туяра и Алексей, они всегда такие стильные, всегда такие вдумчивые. Мне кажется, в этом телепроекте вы были самой цельной парой, которая воссоздавала все образы. И костюмы, и музыкальный подбор. Мне очень понравилась ваша музыкальная композиция. Это является один из самых любимых песен моего отца и моей матери. Поэтому это было вдвойне мне приятно смотреть на такой вот классный сюжет художника и его музы прекрасной Туяры. Мне все очень понравилось. И поддержки понравились, и отношения понравилось, как Алексей работал с Туярой, мне все очень понравилось. Желаю Туяре и Алексею в дальнейшем не бросать танцы, заниматься танцами. Туяра, вы прекрасный хореограф с особым своим стилем и с особым своим вкусом. Алексей тоже очень молодец, что занимается танцами, помимо всего, как бы это не основной его род деятельности. Поэтому, Алексей, тоже не бросайте танцы, занимайтесь танцами. Носочки здесь мне, конечно, не хватило, чтобы вы потянули. Вот, спасибо большое. Спасибо, Аина. Сергей Викторович, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, дорогие наши участники, болельщики, телеболельщики и, конечно, уважаемое жюри. Хочу всех вас поздравить с таким праздником, как Вербное воскресенье. И надеюсь, что сегодня будет все очень доброе, с любовью, и оценки будут прекрасные. Так что все будет прекрасно. Что касается данного выступления, начну с плохого, с хорошего. Значит, все поддержки должны выходить очень ловкими, переходящими и текущими одна в другую. Нельзя долго готовиться, гаечный ключ брать, помогать себе чем-то. Должно выходить легко и ловко. Также меня удивляет немножко постоянный поклон Алексея. Он очень смахивает на женский. Это что-то вроде Книксона. Обычно мужчина делает свой поклон немножко по-другому. Мне кажется, Алексею нужно пересмотреть эту ситуацию. Ну, о хорошем это уже многое сказали, но еще хотелось бы добавить, что молодцы. Да настолько одухотворенные лица, как у исполнительницы, у хореографа, как и у исполнителя, это очень многого стоит. Отношение друг к другу, обнажение их чувств, это очень интересно. Картина очень хорошо получилась. Оказывается, он художник. Наверное. Так что мне бы хотелось тоже пожелать им продолжать это сложное искусство. И, конечно, все мы, наверное, заметили, что Алексею тяжелее. Спинка не гнется так сильно, как хочется, ножки не тянутся. Кто-то даже сказал про стопы. Вот. Так что все это нужно исправить. Пока он молодой и красивый, пока партнерша такая хорошая и тем более профессиональная, он сможет все это сделать. Удачи, всего хорошего. Спасибо. Нелли Борисовна. Ну, здесь, собственно говоря, уже практически все рассказали про эту замечательную пару. Много было правильных профессиональных пожеланий. Хочу добавить, что мне сразу понравилась эта пара Алексея и Туяра, потому что, знаете, когда люди продолжают танцевать, переходя уже грань молодости, это очень радует, потому что занятия танцами, они продлевают жизнь, продлевают молодость, продлевают настроение, быть позитивным и очень радостным. Да? Мне бы хотелось, чтобы Алексей продолжал заниматься танцами, и я выражаю такое вот как бы
предположение, а вдруг получится, что в следующий раз на этом проекте Алексей снова придет и снова попытает счастье пройти до финала, учтет все как бы пожелания профессиональных наших судей и сможет прийти и еще раз поучаствовать, и мы его увидим в финале. Мне очень бы этого хотелось. Продолжайте танцевать. Спасибо, спасибо огромное. А мы эту пару, конечно же, ждем на 3-м сезоне. И, Туяра, это вам. Это вам от всей души. И пару вопросов. Алексей, во-первых, спасибо огромное, что вы участвовали в нашем проекте «Танцуй». И пару слов, что дало вам танцы? Я нисколько не жалею, что участвовал в этом проекте, что познакомился с таким замечательным хореографом, с Туярой Егоровной. Все было очень интересно, новые знакомства, такой кругозор как бы расширился, также дополнительно раскрыл свои возможности физические. Хочу пожелать всем остальным участникам держаться молодцами. Пусть победит сильнейший, достойный самый. А также хочу всех поздравить с наступающим Международным днем танца. Спасибо. Спасибо огромное. Туяра, как профессионал, я у тебя спрошу, что не хватило и согласна ли членами жюри, как они все высказали, что они пожелали, сказали на будущее? Я никогда не спорю с членами жюри, со стороны виднее, но мы никогда не остановимся, мы работу всегда продолжаем, мы хореографы вообще трудяги по жизни. Так что с песней и с танцем по жизни. Супер, супер. Аплодисменты, дамы и господа. Спасибо. Я вижу, у нас гости. Здравствуйте, давайте познакомимся с вами. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Я коллега Алексея. Мы работаем вместе на ВЦ Кутавия уже 3 года. Все наши сотрудники, все наши коллеги очень болели за Алексея, за Туяру. Они такие молодцы. Очень жалко, что так получилось, но я надеюсь, что все у них впереди. Да. Они будут участвовать, и победа будет за вами. Я вас поздравляю. Вы все-таки много прошли, дошли почти до финала. Я думаю, в 3-м сезоне «Танцуй» они будут лидерами. Я уверена. Да. Давайте познакомимся с вами. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Семен, я родной брат Алексея. Конечно, очень жаль. Мы с интересом всей семьей наблюдали. Ни одного выпуска не пропустили. Все надеялись, что пара победит. Очень красивая пара. Интересные танцы, красивые у них. Что ж. Алексей, после нашего проекта, все равно вы же уже полюбили танцы, все, и как вы возьмете это на работа-дом и танцы обязательно в неделю 1 раз, то уж я точно буду плясать. Есть уже такое в графике? Немножко отдохну и буду продолжать заниматься танцами своими. Бачата и еще плюс. Бачата и, может быть, еще что-то добавлю, посмотрим. Ага. Из всех наших жанровых танцев, какой тебе танец больше всего понравился? Хейп-хоп мне понравился, когда ты с кепкой. А тебе? Может, бальные? Бальные больше понравился. Да. Чем? Более, такая сложная, углубленная. Более сложная, углубленная, и и техника, эстетичность, красота, это все. С другими участниками нашего проекта я знаю то, что вы все сдружились, вы уже как одна большая семья. Перед выходом на нашу сцену они все вместе стоят в кружочек, делают «хей», желают всем друг другу удачи. Ваша связь будет неразрывна, не так ли это? Мы будем продолжать общаться обязательно. Да. И что сказать, ждем вас в финале 5 мая. Спасибо огромное, что вы танцевали для вас. И мы ждем ваш любимый танец 5 мая. Увидимся. Спасибо.
Дорогие телезрители, в эти минуты началось голосование за любимых ваших исполнителей. Поддержать любимую пару можно отправить СМС на номер 5533 с кодовым словом «Танцуй» и номер пары, соответственно, которую вы хотите поддержать. Напомним, что голосование идет в течение всего эфира. Ну а открывает конкурсную программу «Сюжетный танец» пара под номером 1 – это Катерина Платонова и Альберт Никитин. Встречайте! Сюжетный танец. В этот раз у нас будет более веселый, живой номер. Надеюсь, всем понравится. Сейчас мы готовимся к сюжетному танцу. Мы готовим для вас, как сказал Альберт, очень жизнерадостный танец. А насчет себя могу сказать, что с каждым этапом у меня движения усложняются и ответственность повышается. Альберт очень сильный хореограф. Он мой друг, я его хорошо знаю уже с недавних пор. У него очень много проектов, где он участвует. В Венкуле участвовал он тоже, в «Танцуй». Ну, очень один, думаю, из самых сильных хореографов нашего проекта. Про Катерину скажу, что она очень сильно с ним гармонирует, очень старательный, очень сильно вкладывает в нее Альберт, и она старается. Альберт Никитин очень сильный хореограф, почти уже известный в республике. Я у него могу еще поучиться. Катерина, она очень сильная, видно по ней. Видно, что она занималась танцами, быстро схватывает. У нее очень красивые плавные движения. И мне кажется, что ей проект поможет раскрыться. Ну, Альберта я знаю давно, когда он танцевал в театре танца. И я его знаю как очень сильного хореографа, танцовщика, исполнителя. И очень восхищаюсь его талантом. А Екатерина тоже очень раскрылась в этом проекте, прямо расцветает с каждым днем. Катерина, она молодец, несмотря на свою такую более строгую профессию и род деятельности. Она очень способная и очень хорошо раскрылась как чувственная женщина. Альберт, мне очень нравится такой хорошо сложный молодой человек, и танцы они очень хорошие ставят. Я твой самый лучший друг, самый лучший друг. Я твой самый лучший друг, самый лучший друг. Я твой самый, самый, самый
лучший друг. Катерина Платонова и Альберт Никитин. Пара под номером 1. Ну что ж, дорогие судьи, давайте оценим нашу первую пару по достоинству. Сергей Викторович, вам слово. Поздравляю с номером, с удачным номером. Он очень хорошо смотрелся. Наш очень интересный проект, он принимает какую-то криминалистическую форму, потому что девушка, красавица, работавшая в органах, приводит совершенно синего мужчину. И трудно ожидать чего-то, тем более он такой активный, даже активнее, чем настоящий маг. Очень подвижно, очень хорошо. Что касается логики поступков и вообще логики развития, значит, не очень мне понравилось, что находка этой лампы как-то потерялась. Ее нужно было выделить активнее, сильнее, как, что, а потом уже появится и сам этот товарищ. Рок-н-ролльные ваши темпы – это явные происки империализма. Я думал, что будет все более загадочно, томно, изящно, но вы убедили меня своей активностью и силой. Ничего, что какие-то вещи забылись, какие-то моменты не получились, но все равно это было очень приятно смотреть на это. Я вас поздравляю. Так что спасибо, молодцы, ребята. Мы вас поняли, но какую оценку вы все-таки поставите нашей паре, пожалуйста, сразу? Хорошо. 7 баллов. Спасибо. Аина? Прекрасная Жасмин и прекрасный, не менее прекрасный наш Джин. Номер в целом просмотрелся очень даже неплохо. Катерина, с каждым разом я все лучше, вы становитесь, раскрываетесь в этом проекте. Мне это очень нравится. Именно восточный стиль, оказывается, вам очень-очень идет. Цвет костюма тоже подобрали очень такой подходящий вашему цветотипу кожи. Мне очень понравилось. Мне немножечко не понравилось, когда, я всегда говорю, когда хореограф забывает элементы, ничего страшного в этом нет. Зритель этого, телезритель этого не знает. Так что лицом мы не должны этого показывать. Мне чуточку снова не хватило наших носочков вместе. И вот это вот момент, то, что ошиблись немножечко, ошиблись. И еще один момент. Не должны падать атрибуты у хореографа. Никакие вообще. Ни кольца, ничто не должно падать. Проверять нужно на репетиции все моменты, Альберт. Ваша оценка? Оценка. 7 баллов. Спасибо. Ну и Нелли Борисовна. Так, мне показалось, что в этот раз Екатерина была более скована, чем обычно. Вот, мне кажется, что костюм, конечно, очень красивый и удачный, но некоторые элементы были не совсем, видимо, удобны, да, потому что это сковывало движение, это было заметно. Вот. А в целом номер красивый, интересный. Единственное, очень неожиданно, что Джин и Жасмин танцевали, собственно говоря, квикстеп. Да, квикстеп. И как-то это больше подходит, другим персонажам, да, например, там, Гэтсби, да, и так далее, вот. Но меня это немножко смутило, потому что это не соответствовало сюжету, да, выбивание такое из сюжета произошло. Вот. А в целом бесподобно. Вот этот костюм потрясающий, Альберт, то, что вы прям потрясающе наложили себе макияж, удивительный, да, такой, я бы сказала, креативный. Вот как вы это все отмывать будете, интересно. Вот. Жасмин невероятно красивая, потрясающая. Каждый раз действительно, Катя, для меня открытие. Вот. Я очень надеюсь, что вы будете продолжать развивать в дальнейшем больше, знаете, мне бы хотелось цельности сюжета. Вот. Потому что как бы развития не получилось. Развития сюжета я не увидела. А здесь же очень важно, чтобы мы поняли, где у вас кульминация, да, должна была быть, в чем состояла кульминация вашего сюжета. Я, честно говоря, не поняла. Вот, как бы не хватило. 2-я, 3-я серии должны были быть, которые бы нам пояснили, откуда у вас взялся квикстеп и к чему приводит дружба с Джином, да? Ну, хорошо.
Я думаю, что я поставлю вам 8 баллов. 8 баллов. Ну что ж, первая пара набирает активность. 22 балла. Это Катерина Платонова и Альберт Никитин. Мы вас поздравляем и отправляем к Александру на беседу. Жасмин и Джин. Аплодисменты! Да. Так, во-первых, это получается у вас, это заразно? Это что, это может, это от чего-то может? Через микрофон тебе уже передалось? Все, я уже синею тоже. Так, во-первых, да, первый вопрос. Смывать мы как будем все это? Все нормально? Смывается, это гуашь. Да, как-то надо смыть. Ага. Первый опыт. Первый опыт, но зато какой. Да. Дорогая Жасмин, как мы поняли, мы потерли лампочку. Так, все, мы с этим справились. Вызвали, все, справились. А 3 желания-то не успела сказать, наверное, да? Давай сейчас можешь сказать, микрофон 3 своих желания может выиграть в проекте «Танцуй». Всем добрый вечер. Конечно, я успела загадать 3 желания, и там было не только 3, а целых 5 штук. 5 штук. Но как юрист, конечно, я хочу воспользоваться тайной правосудия. Супер, отлично. Я увидел то, что 2 раза во время танца были такие соскопы, да, чуть-чуть, или как это назвать, сцепление с дорогой. Было как-то, да? Я, аж 2 раза у меня сердце ёкнуло, думал, когда-то вы первый кружочек вот это сделаете, ты чуть-чуть не споткнулся. Думал, у тебя носочки, а там вообще, оказывается, голые ноги. В чем проблема? На голых ногах обычно не так скользко бывает. Так, но... Видимо, ноги пыльные стали. Пыльные ноги. Не прочувствовалось. Угу. Но, сразу говорю, у нас здесь чисто. Итак, мы идем дальше. Насчет оценок жюри. Понравились, не понравились, плюсы, Да, минусы? полностью согласен. Ни в чем не возражаю. Все аргументированно. И я считаю, да, справедливо. Вот именно вот этот стиль, восточная сказка, как это вам пришло в голову и как вы это все воплотили, соединили и бальные современные, и восточные танцы, и это все в одну кучу, и синий свет, вот это все в кучу. Ну, это все в кучу, это было так... Кто это придумал? Конечно же. Вместе? Вместе? Да, вместе. Так, Мы сели. Я должен быть очень синим. долго думали. Нет, не то, чтобы я должен быть синим. Хотели, да, более таких ярких персонажей найти. Ярких персонажей, чтобы у нас номер сам по себе такой позитивный, яркий был. Потому что в прошлых этапах мы, так, более-менее в совсем других направлениях работали. Я как понял, все было как ажиотаж, да? И я помню, что ты мне рассказал насчет этой самой лампы. Расскажи, пожалуйста, про лампу. Ведь Альберт нашел эту лампу вот прям вот, да, до выхода на сцену, и ты их за энную сумму получил. Расскажи об этом. Вот мы целую неделю искали вот эту лампу. И вообще в целом композицию, да, наряды. Наряды. Целую неделю искали. Это было очень супер сложно. Тут в Якутске я не знаю, где можно было бы найти еще такую лампу, да? Где купить, где одолжить. Ну, последний момент. Да, в последний момент мне вот моя знакомая Сиджая подсказала, что в гостинице одна гостиница есть там. Там есть замечательная лампа. Там именно по востоку все, вот они восточные там украшения продают. Ну, тематика у них такая тематика восточная. У них такая. И как раз у них оказалась пришел лампа. И нашел ту самую лампу. И скажи по-честному, ты ее тер, пока ехал сюда? Нет, на самом деле нет. А надо было, может, выйдет такой же синий, как ты. Итак, аплодисменты нашей паре. Великолепный восточный танец они нам показали, а мы движемся дальше. Движемся дальше и встречаем следующую пару. Это Аввакум Алексеев и Валентина Татаринова с танцем «Любовь, понятная без слов». Пара под номером 2. Нынешний у нас этап сюжетный. Для нас это очень дается очень сложно. И особо времени не хватает на репетиции. Если сравнивать с другими этапами,
то сюжетный для нас дается, мне кажется, Да, сложно. самым трудным. И сейчас мы Выбрали направление свободную Свободная пластику. И это тоже очень сложно, оказывается, танцевать. Я думала, свободная пластика будет более такой легкой, но оказывается это сложно. Ну, есть свои сложности в этом танце. Несмотря на сложности, мы не пускаем руки и стараемся, работаем над этим и идем только вперед. А так как это предпоследний этап, мы очень волнуемся, и с другой стороны очень грустно, что все заканчивается, но мы приложим все усилия, чтобы показать достойное выступление и не подвести наших Родных и близких, да. и наших зрителей. Да. А Вакуум, он вообще молодец. Молодой парень, хореограф, и у них танцы очень хорошие он ставит. Вот, у Валентины очень способные. Вот одни из моих фаворитов в этом конкурсе. Если честно, у меня мечта станцевать с Вакуумом, а Валентина очень хорошая партнерша, которая очень быстро понимает и воспринимает такое сложное направление, как хореография. А Вакуум очень хороший постановщик, я так думаю, а Валя такая женственная и интересная девушка. С Вакуумом мы знакомы давно. Мы работали в Национальном театре танца вместе. Мой бывший коллега, добрый души человек, его партнерша Валя. Она вроде бы спокойная такая была, но в танце она совсем другая. Мне кажется, она большой молодец. Ну, а Вакуум вообще трудяга. Сам как хореограф, он, и если так сказать честно, из мальчишек он мне как постановщик нравится больше всех. А Валя, она, да, тоже вот как говорили, и судьи говорили, что это, наверное, ее призвание танцевать, поэтому она творческая личность, она очень так интересно меняет свои образы. А Вакуум большую работу с ней проводит, и она как губка впитывает многие вещи. Это тоже большое значение имеет.
潰れた白いボール風が散らした花びら二つを浮かべて見えない川は歌いながら流れてく秘密も嘘も喜びも宇宙を生んだ神様の子供たちВалентина Татаринова и Аввакум Алексеев. Любовь, понятная, без слов. Ну что ж, уважаемые судьи, рады послушать ваше мнение насчет наших ребят, насчет их задумки и номера. Нелли Борисовна, пожалуйста. Да, сложно, конечно, говорить, когда сюжетная линия, конфликт, в принципе, уже в самом, все содержание заключается в персонаже, в одном персонаже, да. Вот этот недуг, и человек проводит сквозь свое сердце, свою жизнь, любовь к девушке, да, вот, и девушка ему отвечает взаимностью. Это все очень здорово, но мне показалось, что очень мало было самого танца. Очень много каких-то перемещений, но самих действий очень мало, очень мало. Я знаю, что люди с ограниченными такими возможностями, они зачастую бывают очень талантливы, очень талантливы. То есть они каким-то образом слышат ритмы, музыку, они не ограничивают себя в движении. Вот. И я думаю, что можно было этот номер больше раскрыть именно действием. Действия мне не хватило. А так вы, конечно, очень трогательно пытались передать образ влюбленных, вот, которые поставлены в такие рамки, да, возможностей. Вот. Очень красивые у вас были костюмы, очень интересная музыка. Вот. Весь номер пронизан нежностью, чувствами. Все это, конечно, очень здорово. Но на будущее я хочу вам пожелать, что прежде всего мы должны здесь видеть танец, да? Много танца. Вот. И так как такая была у вас интересная задумка, можно было ее раскрыть более интенсивно, более интересно, показать больше характеры своих персонажей и показать какое-то развитие и заключение, но именно посредством движения. Вот. Ну, вот это вам на будущее пожелание. Ваша оценка? Моя оценка 6 баллов. Спасибо. Аина? Самая нежная пара проекта Валентина и Аввакум. У меня было ощущение такое, что я посмотрела японскую дораму. Прям сюжет из японских дорам реально взят. Вообще в вашей паре мне очень нравится, что у вас есть такая особенная творческая индивидуальность, что вы друг к другу относитесь с такой вот нежностью, с таким уважением, с таким пониманием. У вас есть определенная связь и определенное взаимоотношение. Это видно невооруженным взглядом. Вот. Мне всегда в вас нравится, особенно в этом номере, мне понравилось, что у вас вы очень создали убедительный образ именно под этот ваш танец. Мне немножечко не хватило лексики танца мне не хватило. Мне очень понравилось, Аввакум, то, что вы затронули тоже такую серьезную тему слабозрячих, неслышащих людей. И мне очень понравилось, что действительно то, что вы показывали, это так и есть. То есть я думаю, что вы непосредственно связываетесь, да, общаетесь с такими людьми, поэтому это было вдвойне видеть приятно, что хореографы, мы, в мире танцев нет каких-то особенных людей. Мы все равны. Мне это очень понравилось. Спасибо вам за танец. Оценка моя, то, что мне не хватило лексики, 7.
7 баллов. Сергей Викторович, пожалуйста. Поздравляю вас, ребята. Значит, присоединяюсь ко всем замечаниям, которые сказала вам жюри. И хотел бы сказать, что началось все с аромата сакуры, но постепенно этот аромат уходил, и к концу номера на самом деле лексики почти не осталось. Дальше в ваших движениях, мы знаем же японскую традицию, она не разбросанная, не широкая, это не русский танец. То есть, когда вы бросаете арабески, поднимаете высокие поддержки, забросы, это не очень правильно. Должно быть более скромная, более сдержанная лексика. И, например, насколько была нежная, красивая поддержка, когда ты ее держал на спине, пытался укачивать, что-то делать. Вот эта нежность, она должна была во всем номере твоем течь и быть. А у вас немножко получилось нежность, и потом как-то более судорожно и более дергано. Но тема была очень интересная. Я считаю, что ее не надо терять. Нужно просто продумать, потому что сейчас немножко получилось у вас два конфликта, да? Первый конфликт, она увидела вот что, потерялась, пришла, а вот у меня вот что. А нет, нифига, все равно буду тебя любить навсегда. То есть, может быть, это не стоило делать этих два конфликта, хотя, может, и нужно. Вот эти конфликты, они хороши в любом случае. Так что продолжайте в том же духе. Актерское мастерство у партнерши, это тебе нужно с ней поработать. Самому снять кроссовки во время репетиции и работать с ней. Вот. Спасибо. И ваша оценка? Удачи. Оценка. 8 баллов. 21 балл набрала пара под номером 2. Это у нас Валентина Татаринова и Аввакум Алексеев. Поздравляю и провожаю к Александру. Бурными аплодисментами я вас встречаю здесь и хочу сказать, что в переводе я одеваюсь примерно так же с женой, когда встречаю родственников с Вилюя. Мне очень понравился, и сначала я не понял, что там за слова, что это, где. Потом увидел то, что уже жестами вы общаетесь, и уже проникся. И мы тут уже с вашей подругой Натальей стояли вот с такими руками, что красота, делаем. Как сюжет? Расскажите нам, кто придумал, как вы все это воплотились, работа, как вы работали с этим танцем? Изначально идея в том, что показать трудности жизни слабослышащих людей. И как бы сама идея пришла ко мне, вдохновила меня моя коллега Любовь Еремеевна. Она здесь. Мы с ней работали вместе, поэтому она глухонемая. И мы сейчас общаемся, дружим, и в честь нее вот этот у нас поставили. Классно, здорово, как здорово. Телодвижения, которые были здесь, управление своим балансом телом, как легко тебе удался именно этот номер? Либо ты прошла вот сквозь эту драму, такие ощущения, твои ощущения? Ну, в плане танцевальных движений было сложно. Мне кажется, этот этап мне дался самым сложным. Самым сложным? Да. Даже сложнее, чем бальный танец? Ну, все-таки 50 на 50? Ну, 50 на 50, 50 на 50. да. Так, А в плане актерской работы тоже было немножко сложно, но мне было очень интересно, и мне понравилось танцевать. Да. Прошла через себя все вот это вот, да? Супер, давайте здесь познакомимся. Здесь у нас стоит коллега Аввакума, это Наташа, ага, и вы коллега по общепиту. Да, и Аввакум тогда был поваром. И скажите, пожалуйста, всем нам, танцевал ли во время готовки Аввакум? Во время готовки не скажу, но до открытия кафе мы всегда включали музыку в колонку. У него была своя колонка, большая JBL. И мы включали туда музыку, и всегда открывались очень весело. Мы всегда танцевали, пели. И вот именно момент открытия был моим любимым. О, супер. Именно в смене Аввакума. И это придумал сам Аввакум? Да, он всегда ходил с колонкой. Супер, круто, отлично. Надо взять на заметку всем общепитам. Когда вы открываетесь, сразу с дискотеки начинаем. И, да. Насчет голосования. Вы голосовали, конечно же, и Да, все конечно, ваши да. друзья, подруги, коллеги. Обязательно, да. Пожалуйста, голосуйте за Аввакума и за Валентину.
Я напоминаю о СМС-голосовании по номеру 5533 словом «танцуй» и с номером участников. Насчет оценок жюри пару слов. Сказали то, что не хватает... Лексика танца, да. Да. Да, мы согласны об этом, да. Очень, Полностью согласны? Да, полностью согласны. Потому что у нас лексики не хватает. И да, мы это принимаем. Да, принимаем. Вот сказали, ну да, больше телодвижений, но оценки такие вот, ну, средние, как я знаю. Ну, не так уж среднего, выше среднего, можно так сказать. По оценкам все довольны, все хорошо, или бы хотелось бы еще выше. Лично я бы поставил бы еще плюс 4 балла. Да. Потому что мне очень сильно понравилось, честно. Как вам оценки? Конечно, всегда хочется получать высокие оценки. И сегодняшние оценки жюри, мне кажется, справедливы, и я с ними согласна. Спасибо. И на этом мы провожаем наших участников и идем дальше. Встречаем следующую пару под номером 3. Это Михаил Сафонов и Анна Пальто. Сложность заключается в раскрытии, скажем так, конфликта этой сюжетной линии. И стараемся найти такие средства выразительные, чтобы передать финальную, скажем, точку, что мы делаем. Что касается движений, мы на стадии разбора этих движений. Пока, на мой взгляд, получается все неплохо. Очень много будет театрализации. Это будет спектакль мини, который сейчас Анна придумала. Тут ситуация такая непростая в этом спектакле, для меня, по крайней мере. Потом увидите этот секретик. Буду стараться, буду пробовать. Да, в новом амплуа. Анна такая же, как я, человек в возрасте, поэтому я к ней отношусь с уважением. А к Мише у меня такое отношение, прямо уважение и восторг. Анна очень опытный хореограф, и есть к чему научиться. И Анна очень такой добрый человек, теплый. И все ее выступления, характерные черты, образы, все шикарные образы придумывает. Михаил очень добрый человек, общительный и прям очень старается. Видно, что он старается и есть прогресс. Анна, она профессионал своего дела, это сразу видно. Михаилом я прям восхищаюсь. Такой эталон мужественности, такой, прямо мужчина статный. И танцы такие более благородные ему подходят. И вообще он молодец, насколько мы знаем, за весь конкурс он сбросил 10 килограмм. Честь в конце концов приносят мало счастья. И жаль мне трусов и глупцов, что их покорны власти. Твои глаза горят в ответ, когда теряю ум я, а на устах твоих совет хранить благоразумие.
На свете счастлив тот бедняк с его простой любовью, кто не завидует никак богатому сословию. Ах, почему жестокий рок всегда любви помеха? И не цветет любви цветок без славы и успеха. Михаил Сафонов и Анна Пальто с танцем «Неожиданная встреча». Ну а насколько было неожиданно, ярко и интересно, решат и расскажет нам наши судьи. Пожалуйста, Аина Александровна. Ну что мне сказать, пара Анна и Михаил очень эмоциональная пара. Михаил очень музыкальный, очень ритмичный, Михаил, вы. Я вижу, как вы похорошели с нашим проектом. Я думаю, минус 10, да, минус 12 точно ушло, 100%. Вот. Мне не хватило лексики танцевальной. В этом танце мне совершенно не хватило. У вас музыка 2,5 минуты. Из 2,5 минут я видела, что Михаил очень долго переодевался. Как бы я понимаю, что это в образе, но это танцы. Это проект «Танцуй». Один раз можно, да, бутафорией, вот этим всем можно, как вам сказать, образ, сюжет можно один раз создать, но каждый раз на этом, на бутафоре не выйдем. Поэтому нет, сегодня нет. Сегодня я ставлю вам 6 баллов. 6 баллов. Сергей Викторович. Значит, очень интересная задумка. Я не ожидал, честно говоря, от вас такой наглости, такой смелости. Вот. Но хорошо. Технические неувязки, конечно, они сломали все хорошее, что хотелось сказать. Ну, почти все хорошее. Значит, я не думаю, что нужно было обязательно одеваться там. Мне кажется, наверное, мадам могла выйти и уже одетая, почти подготовленная. То есть хорошо, что ты экспозицию развивала именно с этой позиции, чтобы мы успели вникнуть в суть, во что-то еще. Но, наверное, и без этого было бы легко. Там сразу же и с платком проблема, и с этим, и с шляпкой, и все такое. Хорошо, что Михаил продолжал свое и пел хорошо вдобавок. Да. Так что это все хорошо. Значит, с ногами беда. Хорошо, Анечка сама хорошо, я прошу прощения, Аня, за то, что реагировала очень хорошо, и вставала, и садилась, все. Вскоре у тебя запал кончился, вставать, садиться уже волновалась за партнера, и это подломило, конечно, номер. Жалко. А номер интересный, я думаю, что вы его будете на всех корпоративах исполнять. Так что всего хорошего. Моя оценка. 8 баллов. Благодарим вас, Нелли Борисовна. Знаете, а мне понравилось. Мне понравилась Анна, прежде всего, потому что, ну, знаете, актерское мастерство все-таки, да. Как она читала газету, потрясающе. Это, какая была мимика, казалось бы, что уж там такого показывать, да, и вот она так это прекрасно все. Мне даже самой захотелось почитать эту газету, что же она там такого интересного вычитала. Вот. Ну, конечно, Анна вот, получается, с Казаковым-то поспорила хорошо, то есть она как бы ему соответствовала, да, вот. А вот мадам Роза, вот, как-то, наверное, слишком много думала про диких обезьян, да, видимо, вот, задумалась, и вот, конечно, Калягину-то проиграла, потому что Калягин – это Калягин, да, и вот раз такой вот у вас был, как бы, запал,
и задел на то, чтобы замахнуться на его роль, нужно было, конечно, соответствовать. Но что мне понравилось, это как раз вот эта вот действительно наглость замахнуться на такой номер. В общем-то, это было весело. Я хочу сказать, было весело наблюдать за всеми вашими перипетиями, что даже, в принципе, я даже и про танец особо забыла, потому что мне было интересно, как вы будете выпутываться дальше. Ну, я желаю вам действительно не бросать этот номер и, как сказал коллега, танцевать его на всех корпоративах, довести его до ума и, в общем-то, не бросать. Ну, интересно, правда интересно. Михаил, правда, очень здорово пел, совпал артикуляцией, вот, и, в общем-то, даже верилось, что поет он, вот. Ну, я желаю вам удачи в дальнейшем, и моя оценка 8 баллов. 8 баллов. 22 балла набрали наши прекрасные участники. Александр, встречай нашу третью пару. Это Михаил Сафонов и Анна Пальто. Встречаем бурными аплодисментами. Полковник, рад вас встретить. И Михаил, только что сказали, какой же вы мужчина, русский, настоящий мужик. И я вижу, в моих глазах за 3 секунды превращается в бабс. Да, здравствуйте, я ваша тетя. Здравствуйте, я ваша тетя. Да. Во-первых, это, ну, мы, наверное, уже всей Якутии уже тут, да-да, одевай ты поскорее, но это зеленое поло... В чем была проблема? Перчатки помешали? На размер меньше дали? Что это? Там перепутались рукава, и я запутался в них, и в итоге пришлось бесплатно. И в глазах прочитал вот отчаянно. Ай! Ладно, парик, я вижу. Ну, я ж мошенник. Да, ну, да. И что с перьями? Я вижу, вот как каждый круг, и что-то у тебя, и что-то изо рта, все черное, что-то вылетает. Я думаю, Ну, вот такое было. начал. А тут, оказывается, перья у нас вылетает. Браво за переодевание и браво за поставленный номер. Итак, расскажите про сюжет, кто придумал, кто воплотил. Воплотили, ну, споров было много за этот сюжет. Спорили с Анной, какой нам все-таки поставить номер. Ну, сошлись в этом номере. Ну, естественно, конечно, переодевание – это сложный момент в этом номере. То есть, получается, ступился раз и пошло дальше. Вот так. Да, вот я думаю, надо было, ну это лично моя точка зрения, надо было уже переодетым уже выйти, потому что уже же ясно, понятно. Ну, тут да? как бы увязка, то, что он убегает, он же мошенник, он с этим чемоданом, за ним полиция гналась. То есть он потом же заходит и попадает в дом уже переодетым. Так, полковник, еще раз здравствуйте, да. Анна, ну, сразу, как я увидел вас в этом костюме, ну, вот это перевоплощение века. Это, где Анна Пальто? Я ее искал 15 минут. Это что такое? Да. Где вы взяли этот костюм? Да, какие знаки, ордена у вас? Расскажите. Ой, костюмы для этого номера мы собирали всем жатаем. Ох ты, классно. Жатайсы, всем спасибо. Да, отдельное спасибо мы скажем, наши друзья скажут. Команде. Да, команде. А я бы вот хотела по поводу номера добавить. Почему взяли этот? Только в самый первый момент, когда я даже пришла на собрание, когда я узнала, что мы будем участвовать. Я еще не знала, с кем мы будем участвовать, но я почему-то подумала, когда увидела... Но если будет Михаил, я его переодену в женское. Да, сразу. Да, но потом, когда я узнала, что это будет у меня Михаил, да, я почему-то сразу подумала, это будет из фильма «Здравствуйте, я ваша тетя». Шикарная женщина. Уж очень я похожа на Казакова, а он на Калягина, только чуть-чуть ниже. Ну, Калягин. По пропорциям. Да. Пару слов от нашей команды. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Я сестра Михаила, ну и не только сестра, но и коллега по работе. Вместе мы работаем на филиале Якутская нефтебаза акционерного общества Саханефтегазбыт. И я хотела бы, у нас очень дружный коллектив. Мы как хорошие специалисты там работают, умеют и работать, умеют и отдыхать достойно, проводить свой досуг. И спортсмены, и танцоры. И я предлагаю, давайте еще раз своим коллективом подтвердим, какие мы дружные, и проголосуем за пару Анну и Михаила. А вот нефтебаза, вы в спартакиаде сейчас же побеждаете прям. Ой, да мы везде побеждаем. Да, вот Из-за молодцы, этого мы уверены, что и здесь Михаил, дай бог, дойдет хотя бы, ну,
куда-то поближе к первому месту. К финалу, спасибо Да, большое. да, да. А то, что Михаил, ну, скажем так, не такой танцор, как по сравнению со всеми, но в нем очень много актерских качеств, наверное, все заметили. И мне очень понравилось, что даже вот в этой ситуации Спасибо. он не растерялся. Спасибо большое. А мы переходим дальше. Ну и встречаем четвертую пару сегодняшнего эфира. Это Дмитрий Дмитриев и Ольга Павлова. Мы ставим сейчас сюжетный танец. У нас очень интересно получается. Надеюсь, вам понравится. Ну, наш танец имеет много элементов, которые требуют определенные навыки. И даже немножко травмоопасный, немножко брутальный, сюжетный. Поэтому надеемся, что он вам понравится. Ну, Диму я назову таким атлетом. Он очень физически сильный, так как у них поддержки, я видел, много есть. Вывозит очень сильно на этом, даже если движение бывает не получается. Но видно, что так же, как и все, старается, как и все мы, в принципе. Оля очень улыбчивая, от нее прямо исходит такая яркость. Ну, сильный постановщик также. Я бы не сказал, что тут есть слабые постановщики. Тоже хорошая пара. Честно сказать, про Дмитрия я подумал, кто же из них хореограф. Я подумал, это Дмитрий хореограф. Понравился его танец во втором выпуске. Вот. И у Ольги тоже вот вместе, у них очень хороший дуэт, они хорошо ставят танцы. Молодцы. Но Дима для меня вообще фаворит в этом конкурсе. Я восхищаюсь его талантом, его фактурой. Партнерша попалась очень сильная, как хореограф, и ему очень повезло друг с другом. У Оли выступления все такие интересные, завораживающие. Есть особые смыслы для танца, для сюжетного танца. Дмитрий, у него руки, ноги, все поставлены как у хореографа, так что у него есть потенциал, чтобы танцевать дальше. На мой взгляд, из всех участников Дима самый сильный, вот как участник, как исполнитель, участник не профессионал. Мне почему-то кажется, что Ольга больше в современных танцах сильна, хотя, вспоминая их народный танец, индийский тоже у нее довольно-таки яркий был, прозвучал красиво. Вообще все хореографы этого проекта могут довольно-таки громко прозвучать в республике. Сами участники, кто пошел, это тоже люди такие заинтересованные. То, чем они занимаются, почему они пошли на проект, им это тоже доставляет большое удовольствие, им нравится. Когда Дмитрий и Ольга танцевали вот этот вот танец, крайний, который был танец семейных именно отношений, показали именно взаимоотношения, неблагополучности какой-то семейных отношений, то есть. И это было показано именно в танце. А в танце показать это, ну, как бы не рассказ рассказать, это именно надо показать телом. Это очень сложно, я считаю.
пара под номером 4. Дмитрий Дмитриев и Ольга Павлова. Ну что ж, дорогие друзья, давайте обратимся сразу к судьям. Как они оценят ваш сюжет вашего номера, Сергей Викторович? Поздравляю. Очень интересная картинка «Спасение от волшебства» или как там, что? Колдовства. От колдовства, да. Очень интересно. Значит, немножко не понял, что ты заколдована. Я так долго думал, что все-таки ты такая вредная девушка, что нужно тебя все-таки ухайдокать, я не знаю. И поэтому, конечно, неожиданное было решение. Это хорошо, потому что неожиданное оригинальное решение – это всегда здорово. До конца не была выдержана драматургия, но все равно это не так сильно повлияло. Значит, сильный товарищ поднимает, сзади, правда, ну ничего, спереди удобнее поднимать. Хорошо, молодцы, ребята. Сделали, значит, очень большая средняя часть развития ваших отношений, когда битва идет. Вы бились. Хотелось бы еще каких-то моментов, чтобы что-то в тебе просыпается, что-то в нем просыпается. Вдруг он бросился на странную женщину, раздел нафиг, и она получилась девушкой. Он знал, что ты такая? Просто всех женщин раздеваешь, ну, свое, то, что надо, да? Хорошо. Ну, молодцы, просто нужно было всю драматургию немножко точнее разложить, потому что вот экспозиция, вот завязка, там, вот развитие отношений, вот кульминация, и тогда бы это все было, наверное, очень неплохо смотрелось. Тем более традиционная лексика, это все понятно. Так что поздравляю вас. Оценка? Оценка. 7 баллов, спасибо. Аина Александровна? Пара Ольга и Дмитрий. Мне ваша пара очень импонирует. Оля, как хореограф, всегда ставит такие интересные постановки. Дмитрий вообще умница. Как я и вначале говорила, я думала, что это он хореограф в самом начале проекта. Вот, Дмитрий и Оля сейчас показали технически очень сложную постановку. Мне все было понятно, что картина ожила, что Дмитрий боролся со злом, с нечистью, с злым духом, скажем так, да, и выиграл, и они стали одним единым целым, организмом, одной единой картиной. Мне танец очень понравился, вы большие молодцы, умницы. И ваша оценка 10 баллов. Спасибо. Первая десятка за сегодняшний эфир, но у нас еще не высказалась Нелли Борисовна. Ну, я хочу сказать, что вот этот танец, наверное, у вас был самым удачным. И по стилистике, и по сюжету. И мне очень понравилось, что такой неожиданный конец получился. Вот я очень долго думала, что же это за нечисть такая здесь у нас завелась в студии. Вот. И какой же молодец Дмитрий, что борется с этой нечистью. Вот. Но оказывается, девушка была либо одержима, да, либо что-то заколдовано. Вот, и то, что ты ее, значит, освобождаешь, и такая прекрасная, красивая невеста получается у нашего батыра, да, вот. Мне показалось, что действительно вот эта часть борьбы, она затянута несколько, да, можно было все-таки и эту часть быстрее завершить, как-то понять, что это все-таки красавица, да, ее нужно освобождать. Вот. И само окончание тоже можно было сделать немножечко побольше, показать вот эту радость, вот это другое общение, что оно вам дает вместе, насколько вы можете в студии показать красивый танец уже как состоявшейся пары, да, вот этого не хватило немножко. А в целом очень даже здорово. И движения действительно были намного сложнее, чем в предыдущих танцах, красивые поддержки, синхронно, да, и Дмитрий здесь так прямо тут такие красивые показывал, кульбиты свои танцевальные, удивительные. Понравился момент борьбы, вот как ты владеешь оружием в танце, тоже прикольно было. Вот. Ну что, я поставлю 9. 9 молодцы. Баллов. Поздравляю. Так, и пара под номером 4 набрала у нас 26 баллов. Это Дмитрий Дмитриев и Ольга Павлова. Ну что ж, Александр, встречай наших участников.
Тима, Оля, бурные аплодисментами. Я жду вас здесь. И, Ксела Нюргумбатор, осторожно, это холодное оружие. Итак, поздравляю. И сразу же, во-первых, фраза «я сижу на шее» выглядит именно вот так вот, да? Это отлично, супер. И когда мы освободимся с женой от ипотеки, мы тоже будем выглядеть именно вот так вот. Супер, поздравляю, аплодисменты нашей паре, супер. И вот один момент, шлем, да, он прям, и там один глаз, и давай там ее подправлять, я уже тут переживал, чуть не вышел, тебе шлем чуть не поправил, это было супер. И сразу же, мам, это у нас родственница, здравствуйте, давайте познакомимся с вами, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Анна. Кем являетесь? Являюсь женой старшего брата Дмитрия. И? И мой Семен, сын, племянник. Поближе, пожалуйста, микрофон. И вот мы только что, вот когда вы стояли, уже слушали многоуважаемые члены жюри, мы с Анной уже тут разговаривали. Кстати, а когда вот 10 баллов, когда они ставили? Я говорю, ой, давно, ну сейчас, ну вот это, не знаю, вот, ну вот так вот не показывают, ну то ли 7, то ли 8, да? И вдруг вот и наша очаровательная Аина ставит 10 баллов, и мы тут, блески эмоций. Есть, да. И Нелли, да? Да, ага. И вот, и у нас тут эмоции, бури, если бы нас сняли бы на камеру, мы тут стояли, прыгали на месте. Итак, пару слов о танце, пожалуйста, можно микрофон, пару слов о танце. Кому пришла идея, и сказали то, что вы, оказывается, хореограф, да, ваши коллеги по цеху сказали. Как пришли к этому, как поставили? Всем добрый вечер. Ну, безусловно, хорошие идеи приходят только Ольге, хореографу. Это полностью ее постановка. Признаться честно, некоторые движения, их автором был я. Так, основная концепция, конечно, Ольги. Она молодец. А насчет костюмов, что это, где это? Костюмы — это моего дедушки. Шутка нет, конечно. Это прокат. На прокат взял. Хороший прокат. Прекрасно выглядит, прекрасно костюм. Так, Джера, Аллах, краса. Красный свет вам не к лицу. К вам не к лицу. Как идея пришла? И были ли сложности во время тренировки, во время постановления этой сцены? Во время постановления, конечно, очень сложно. Были сложности, да, особенно репетиции, когда вот еще ты сама учишь танец, и еще человеку ты должна донести вот эту всю информацию сначала, о чем танец, потом уже ставишь танцы, а это уже потом... у меня каждый раз меняются идеи, каждым разом, и каждым разом прихожу, и Дмитрий говорит, что я поменял, и каждым разом меняется, до субботы включительно меняется, потом мы в конце уже ставим полностью полный танец. Вот, и в пятницу было даже так, то, что ты сыграл Туярму, а Туярма сыграла сначала Нюргумбатур, а потом поменялись, да, все-таки? Отлично. Пару слов о танце. Понравилось ли вам? Постановка действительно очень замечательная, красочная, эмоциональная. Вот видно было, что все передавали все душой, энергетикой своей, да, вообще замечательная постановка. Ольга, вы молодец. Дмитрий вообще супер. Как вам, дядя? Бомбезно просто. Бомбезный дядя просто. Таких дядь еще надо поискать, верно? Да, тем более. Верно, отлично. Но этот костюм скоро перейдет и к тебе. А насчет оценок, понравились ли вам оценки? 10 баллов, 9 баллов, это прям, да, супер. Ну, так скажем, это их компетентное мнение, их оценивать жюри нельзя, жюри само оценивает. А так, конечно, в целом мы баллами очень довольны. Но самый строгий мой член жюри, это будет Ольга. Я так понимаю, я еще в свой адрес услышу пару ласковых слов, потому что... Ну, ты держи оружие да. с собой поблизости. Так, и, дамы и господа, мы едем дальше. Ну а с танцем «Восточные сказки» на наш паркет спешит пара под номером 5. Это Дуалан Цепандин и Матриона Иванова. Сюжетный танец очень сложный для постановки. Надо выразить чувства, эмоции, надо передать им для людей. Они должны понять, что мы показываем, что мы хотим показывать, до них донести. Сюжетный танец — это очень сложно. Это очень сложный этап для проекта. Оказывается, через танцы можно показывать любые чувства, любые эмоции. Это круто.
Мы с Мотей вместе учимся в одном институте. Она такая женственная, у нее есть будущее, она очень крепкий человек. Долан Цыпандин, он такой сначала закрытый был, а сейчас уже он раскрылся. Молодец. Долан, он мой земляк, мы уроженцы Мирно-Хангалавского района. Он работает в республиканской больнице номер 2. И несмотря на сложную работу, он находит время для танцев. А его партнерша, хореограф Матрёна, будучи студенткой, она ставит очень интересные танцы и удивляет нас. Долан мне тоже понравился. Он такой сразу же, когда я его первый раз увидел, познакомил, сразу подумал, что он сам хореограф или вообще танцор, потому что он очень хорошо сложен. Матрёна, несмотря на то, что она еще учится на хореографа, можно сказать, что она уже новоиспеченный специалист. У них танцы очень хорошие, мне понравилась постановка. Долан, Матрёна, мне запомнились сразу же при нашем первом выступлении, когда они танцевали в париках, и именно они танцевали диско, вот это вот первое. И как они садились на шпагат, и как они там крутились, это для меня было очень замечательно, прекрасно. Я еще думаю, надо же, какие они пластичные, гибкие вместе. Матрёна, я бы сказала, что довольно-таки интересные у нее тоже задумки, постановки. Тоже пытается не просто, скажем, поставить номер, а придать ему какое-то значение. Долан, может быть, конечно, не совсем справляется, потому что это тяжело. Даже мы, танцующие люди, не можем сразу совместить координация, лицо и все на свете, но он старательный тоже. Вообще, мне кажется, все, кто в этом проекте участвует, они все старательные, все пары довольно-таки трудолюбивые и понимают, зачем они пришли. Долан Цыпандин и Матрёна Иванова, пара под номером 5. Прекрасная, красивая история, и слово дается Нелли Борисовне. Ну что, красивая история, ребята молодцы, создали такой образ на танцполе, интересный. Восточная сказка прозвучала, да, вот, и как в сказке
Мы увидели, что человек из низших, так сказать, слоев населения удостоился чести быть любимым для хозяйки, я так понимаю, да? Ну, красиво, красиво станцовано, красивые костюмы, очень много атрибутики. Вот. Но мне показалось, что танец для Дуалана в этот раз был сложноват по технике исполнения. Мне показалось, что не хватило времени довести до ума движения, да? Вот, потому что зачастую не попадали в музыку, а ведь восточные танцы, они очень супер ритмичные танцы, да? Вот. Мне не хватило вот этого ритма, не хватило вот этого попадания. Вот. А в целом, в принципе, интересно. И сюжетная линия была интересная, да? Все было понятно. Все было как бы по полочкам разложено. Что мне понравилось, что Дуалан стал более артистичным, ну, если можно так выразиться, да, ну, по крайней мере, он меняет свои чувства, мы видим эти чувства, которые теперь отражаются на его лице, вот. Но, опять-таки, не хватило, знаете, не хватило выражения любви к своей вот этой богине, да, не хватило именно в танце. Вот, поэтому на будущее я хочу пожелать Дуалану больше заниматься. Ну, надо просто больше отрабатывать эти все движения, которые тебе поставила твоя прекрасная хореограф-партнерша. Вот. Надо просто было больше уделить, наверное, тренировкам внимания. Вот. А так, в целом, большие молодцы. И моя оценка... 7 баллов. Спасибо. Сергей Викторович. Я поздравляю ребят, присоединяюсь к тому, что говорила, допустим, Нелли Борисовна. Мне бы хотелось сказать, что я не понял, кто из вас кого сильнее любит. Да. Потому что активная девушка, я в ней любви увидел в 10 раз больше, чем в тебе. Ты хорошо очень мыл пол, просто блестяще. Потом все вот эти вот... предметная режиссура, тебе нужно рассматривать и вместе поработать, потому что мыл, бросил половую тряпку, она по ней ходит, там его королева, его царь. Такие вещи, они вообще не проходят, в принципе. И вообще твое отношение другое. Ты должен любить ее не так сверху, а ты должен душой любить. Я должен увидеть, как ты ее любишь. Ты ходишь, бродишь, что-то по цветочкам походил, там лежит какая-то браслетик, а на, возьми. Немножко не то, что я хотел увидеть. Тем более называются у вас восточные сказки. Это должна быть эссенция всех восточных сказок. А я увидел какой-то маленький кусочек с Востока, что-то помыл, приголубил, что-то получилось, прислонились. Нет, нужно поглубже работать эти все вещи, мне кажется так. Да, и, конечно, нельзя, чтобы девочка настолько активна была, а ты, мужчина, давай-ка поднимай свой технический уровень. Так что удачи, ребята. Тоже 7 баллов, спасибо. И Аина? Пара Долан и Матриона. Неужели вы в этот раз сделали без микса? Это, ну, очень смотрится по-другому, но, тем не менее, хорошо. Долан молодец, что начал улыбаться, растанцевался. Рабом прекрасной царицы Востока. Образ я твой поняла, но немножечко драматургии до конца не поняла. Вот действительно, как говорит Сергей Викторович, мыл полы и влюбился в царицу сразу. Раз. Царица чуть-чуть должна была быть надменной, наверное, да, над рабом. И вот эту линию любви мне не хватило, немножечко не хватило. Цветов много, аромат Востока есть, любви Долана чуть-чуть не хватило мне. Но Долан молодец, ты с каждым разом становишься все лучше и лучше. Поэтому... 8 баллов. Так, и 22 получает пара под номером 5. Это Дуалан Цепандин и Матриона Иванова. Провожаю вас к Александру. Я вас встречаю бурными аплодисментами. Аллах, шамаханская царица. И, во-первых, вопрос, откуда у уборщика браслет? Это в кредит или там, я не знаю, там мыл, нашел, да. Это же хозяйки, да. И, как мы видим, помыл ты что-то плоховато. Студия вся грязная у нас осталась. Но аплодисменты. Во-первых, Дуалан, конечно же, изменился
За месяц ты стал более раскрепощенным, улыбка становится все шире и шире. Как вы пришли к этому? Кто придумал поставить именно вот такой сюжет, восточно? Почему именно уборщик? Так. Я выбрала и сразу сказала Долану. Ты моешь полы. Ну, сначала у меня дома, а потом уже там. Да? Так. Не знаю, как-то сразу в голову. Восток. Давай, ставим Восток. Ставим Восток. Ага. Музыку, да, вот как заметили, без микса в этот раз, да, а то у нас переходы были такие мощные, а сейчас вот, во-первых, наряд, он просто бомбезный, шикарный. Наряд вы сделали сами или... Одолжили. Одолжили. Но сами, да, одолжили. Да, это сами. главное, да. Дуалан, на работе вы этим таким же нарядом ходили на работу и танцевали там, тренировались? Было такое? Вот честно. Нет, да, еще. Не было. Но можете всех коллег там приподнять им боевой дух и так прийти в таком наряде. Как вам оценки от наших жюри? Понравились ли и послушали, что они сказали? Угу. Да. Как воспринимаете? Да, понравились. Оценки они хорошие, и мы продолжаем расти и бороться дальше. Все, супер. А мы продолжаем удивляться. Программу сюжетного танца пара под номером 6. Это Анастасия Никитина и Руслан Болгаров. С танцем «Чебурашка». Встречайте! Сюжетный танец – изюминка проекта. Вот. Мы подготовили для вас очень сильный, дружелюбный, хороший, наполненный радостью, да, добром, да, танец. Ну, для нас эта неделя как бы удается более-менее легко. Ну, как мы считаем, то, что сюжетный танец – это уже как бы в голове уже прорисованная картина, и мы уже вставляем, где, что мы будем делать, и поэтому нам на этой неделе более-менее легко. Руслан и Анастасия, прекрасный дуэт, мне особенно вот понравился их последний вот танец под сериал «Острые козырьки», мне очень понравился. Хорошая пара. Настя легкая, но она хореограф. Все, что видела в ее исполнении, в ее задумке, когда ставился народный танец, все-таки руку больше приложил сам участник. В бальном танце видно было, что работа конкретно была Настина, занималась джайвом. Считаю, что это большая работа, потому что никто не свободный человек, все работающие люди, и все находят время для подготовки, для репетиций с партнером. Поэтому все, я считаю, что все молодцы, все трудяги, все достойны победы. Ну, Руслан у нас с Анастасией. Руслан такой горячий парень кавказский. То есть он умеет показать темперамент свой. Именно в танце у него это всегда подчеркивается. А Анастасия хрупкая, милая девушка, которая именно соответствует в танце Руслану. Но Руслан для меня эталон мужества. Он прямо в каждом танце показывает эмоцию. А Настя хрупкая, красивая девочка, с которой, наверное, ему очень приятно танцевать. Настя очень старательная девушка, старательный хореограф, раз укротила такого кавказского мужчину, как Руслан. А Руслан, у него очень оточенные движения, это было видно в танце. Он молодец. Я был когда-то странной игрушкой безымянной, которой в магазине никто не подойдет. Теперь я чебурашка, мне каждая дворняжка при встрече сразу лапу подает. Кто людям помогает, не тратит время зря. Ха-ха, хороший
зубами. Прославиться нельзя. Поэтому я всем и каждому советую все делать точно так, как делает старуха по кличке Шапокляк. Как делает старуха по кличке Шапокляк. Ой, это что? По утрам не ждет меня работа. Я давно на пенсии сижу. Очень мне прославиться охота. Только как ума не приложу. Ну разве это много? Хочу, чтобы мой портрет застенчиво и строго смотрел со всех газет. Сразу лапу подает. Я был когда-то странной игрушкой безымянной, которой в магазине никто не подойдет. Теперь я чебурашка, мне каждая дворняжка при встрече сразу лапу подает. Теперь я чебурашка, мне каждая дворняжка при встрече сразу лапу подает. Теперь я чебурашка, мне каждая дворняжка при встрече сразу лапу подает. Теперь я чебурашка, мне каждая дворняжка при встрече сразу лапу подает. Руслан Болгаров и Анастасия Никитина с танцем «Чебурашка». Ну что ж, уважаемые члены жюри, Сергей Викторович, давайте начнем с вас. Вам слово. Поздравляю, ребят. Ну, Руслан зажигалка просто. Самое. Молодцы, ребята, хорошо. Очень ярко наша Шапокляк выступила. Хотя мы помним, да, что нам не разрешают ставить под текст, да, под песни. Но, видно, вы не смогли вырваться из этих пут. И поэтому все смотрелось неплохо. Драматургия неплохая. Конфликт был, исправление нехорошей женщины произошло. Поэтому я хотел бы вас поздравить. Немножко средняя часть, одно и то же перебег с выбросом ноги, но ничего. В принципе, неплохо. Молодцы. Моя оценка. И ваша оценка 8. Спасибо. Аина. Пары Насти и Руслана тоже всегда чувствуется вкус. Настя очень хороший постановщик. Мне очень нравится, когда, Настя, как ты ставишь танцы. В этом танце мне понравился ваш образ, ваша актерская игра. Руслан, просто я немножечко в шоке от того, какой может быть импозантный Шапокляк. Я в тебя всегда чувствую свободу исполнения. Ты очень пластичный, свободный. Мне это очень нравится, как у участника. Молодцы, хотели нас подкупить. Получилось, не получилось, не скажу, но ставлю 9 баллов. 9 Молодцы. баллов. Спасибо. Нелли Борисовна. Меня номер потряс. Мне очень понравилось. Руслан потрясающе танцевал, потрясающий. Шапокляк просто офигенная. Я по-другому не могу сказать. Я не видела нигде такую Шапокляк. И, конечно, он переиграл мультик однозначно, 100%. Шапокляк веселая, мощная в то же время, да, очень ритмичная, потрясающая, делает все движения, активная, энергичная и позитивная в конце. Это потрясающе. Очень удачный костюм подобран, парик, все прекрасно. Мало этого, еще и актерское мастерство прекрасно показал нам Руслан. Он сыграл эту Шапокляк, станцевал эту Шапокляк и влюбил нас в себя. Вот. Чебурашка милый, очень такой прямо
няшный, я бы сказала. Вот, хочется его прямо погладить, хочется к нему прикоснуться, пожалеть, взять домой, приголубить. Ну это же все, цель достигнута. То есть, если Чебурашка вызывает такие чувства, и еще прикольно танцует, и в партнерстве развивается история из плохой в хорошую, ну, мне очень понравилось. Очень понравилось. Я ставлю И 10 ваша баллов. оценка? 10 баллов. Да. Так, 27 набирает баллов пара под номером 6. Это наша заключительная пара на сегодняшний эфир. Поздравляю вас и провожаю к Александру. Чебурашка, я здесь, и я жду тебя. Аллах, ай. Так, Шипокляк, это тебе, да. Итак, во-первых, душно ли тебе? Еще при этом еще надо умудриться и танцевать. Аплодисменты, танец удался. А такой Шипокляк, это да, это прям молох Шипокляк всем Шипоклякам. Как поставили номер, кто придумал? И еще один вопрос. Вот я в мультике не слышал вот этого вот аудио. Откуда она взялась? Что это? Где это? Этот звук был мой голос. Как вы придумали, что надо добавить вот твой голос? И... Они нашли подходящего перехода для того, чтобы посмотреть на нее, и мне пришлось сказать самому. Да, Но голос такой артистичный, прям для артиста-переводчика. Ты прям озвучки молодец, круто. Насчет номера пару слов. Ну, по идее, у нас должен был быть другой сюжет. Угу. Было несколько идей, там от ужаса до хоррора, до трагической темы. Но и потом одна хорошая знакомая такая сказала: а ты знаешь, ты там Чебурашку мне напоминаешь. Такая миленькая, и вот на него Шипокляк. И вот как раз у нас, а чё бы нет? Как раз, ну, зачем нам сейчас грустить, когда вот все такое происходит? Лучше будем дарить людям счастье, радость, тем более все мы из детства, все любят Чебурашку, и взрослые, и дети. Так что так вот. Супер. А насчет оценок наших членов жюри, все ли супер, все круто, вы счастливы? Да, я очень счастлива. Отлично. А мы продолжаем нравиться друг другу. Ну а сейчас перед вами выступают артисты Государственного театра коренных малочисленных народов Севера. Встречайте!
вами выступили артисты Государственный театр коренных малочисленных народов Севера. Вы увидели отрывок из спектакля «Семя жизни». Аплодисменты! Ну а сейчас приглашаем на паркет всех наших конкурсантов для подведения итогов нашего эфира «Сюжетный танец». Итак, встречаем бурными аплодисментами Катерина Платонова и Альберт Никитин. Валентина Татаринова и Аввакум Алексеев. Михаил Сафонов и Анна Пальто. Дмитрий Дмитриев и Ольга Павлова. Дуалан Цепандин и Матрена Иванова. Руслан Болгаров и Анастасия Никитина. Ну что ж, дорогие друзья, пора подвести итоги на приз зрительских симпатий в нашей таблице, поэтому внимание на экран. Смотрим. Итак, таблица. Итак, наша таблица с голосами на приз зрительских симпатий. Итак, все на экране у вас видно. В лидерах у нас находится Валентина Татаринова, Аввакум Алексеев. У них 1520 голосов. На втором месте Руслан Болгаров. А нет, извиняюсь. Так, идем, мы ищем. Михаил Сафонов и Анна Пальто, 765. И на третьем Дуалан Цепандин и Матрена Иванова. Итак, сейчас, к сожалению, я должен объявить пар, которые набрали наименьшее количество голосов от наших членов жюри. Когда вы услышите свои фамилии, вы делаете шаг вперед. Итак, сегодня не 2 пары, а целых 4 пары на вылет. Итак, пара номер 1. Катерина Платонова и Альберт Никитин. 22 балла им поставили члены жюри. Пара номер 2. 21 балл у них. Валентина Татаринова и Аввакум Алексеев. Следом 22 балла. За сегодняшний номер это Михаил Сафонов и Анна Пальто. И 4-я пара набрала 22 балла. Это Дуалан Цепандин и Матрена Иванова. Пара номер 4. Итак, дорогие телезрители, от вас, от вашего решения зависит, кто же останется в нашем проекте. Из этих 4 пар, кто наберет наименьшее количество, к сожалению, покидает наш проект. Голосуем СМС 5533 словом «Танцуй» и с номером участницы. Номер участницы: 1 Катерина Платонова, Альберт Никитин. Номер 2 Валентина Татаринова, Аввакум Алексеев. Номер 3 Михаил Сафонов, Анна Пальто. И номер 4 Дуалан Цепандин и Матрена Иванова. А мы с вами не прощаемся. Мы говорим вам до новых встреч. Увидимся с вами ровно через неделю. И наши участники прям уже волнуются, уже я отсюда чувствую биение сердец и хотят вам показать что-то. 5 мая встретимся здесь, на Якутия 24. Будет финал проекта. Ни в коем случае не пропускаем. Мы все ждем этого величайшего момента. И мы узнаем, кто же, наконец, выиграет у нас. Будьте вместе с нами. Всем пока!